Лекция 8. Пассионарный надрыв и инерция. Итак, мы говорили об акматической фазе этногенеза, которая, хотя и является высшим проявлением огромного количества пассионарности в том или ином регионе, в той или иной стране, но создает условия, при которых жить очень трудно. Не то чтобы, понимаете, совсем невозможно, но очень тяжело, когда пассионариев слишком много и когда они бессистемно бросаются друг на друга только ради своих личных интересов и побуждений. Иногда они выкидывают какой-нибудь лозунг, а иногда набирают себе сторонников самым простым способом. Дают золотую монету и говорят: «Милейший, возьми это и иди и говори всем, что наш герцог добрый герцог». И этого оказывается достаточно, чтобы данный добрый герцог мог собрать себе такое количество сторонников, чтобы устроить великую смуту. Не будем теоретизировать, посмотрим, как оно бывает в реальности. Европа достигла этого пассионарного перегрева в XIV, уже основательно в XV и в XVI веках. Этот период, страшный период, носит название реформации, потому что он прошел под определенными лозунгами религиозного содержания. Но, как мы уже говорили, большая часть населения в богословских вопросах совершенно не разбиралась, но великолепно понимала, кого надо бить, и била тех, кого хотела. Причем в это время истинных католиков и горячих протестантов, хотя и было некоторое большинство, но не подавляющее. Пассионарный перегрев – избыток пассионарности в этносе, приводящий к внутренним катаклизмам и снижению резистентности системы. Возникает обычно в акматической фазе этногенеза. При этом соподчиненность элементов этнической культуры нарушается, возникает огромное количество различных направлений и группировок, которые интенсивно борются между собой даже в момент опасности внешнего вторжения. Кроме того, для пассионарного перегрева характерны фигуры пассионариев-чистолюбцев, которые стремятся к личному успеху любой ценой и приносят интересы этнической целостности в жертву своим собственным. В этих условиях бывает трудно наладить централизованное руководство крайне сложной и разнообразной системой. Примеры пассионарных перегревов – IV и V века нашей эры в Византии и смутное время в России. Избыток пассионарности в Западной Европе в XI-XII веках потребовал организации крестовых походов, в которых нашли применение своим силам многочисленные пассионарии. Сопровождается также активной борьбой в идеологической и религиозной сферах. Вспомните тот случай, который описан у Дюма в «Трех мушкетерах», когда Мушкетон рассказывает своему хозяину Портосу, что он католик, а у него был брат-гугенот. А отец занимался разбоем на больших дорогах и, останавливая того или иного путника, спрашивал его, кто он такой, католик или гугенот. И грабил в обоих случаях, называя себя представителем противоположного исповедания. Но когда католики и гугеноты, ограбленные им, встретились после этого в кабачке и, договорившись, пошли, поймали этого папашу и повесили его, то мы, говорит с братом, взяли каждый по мушкету. И я, как католик, пошел за гугенотом, а он, как гугенот, пошел за гугенотом, и мы обоих прикончили. То есть в данном случае мы должны рассматривать не столько лозунги, с которыми выступали те или иные партии, сколько их подоснову. А основы были одни, согласно тем принципам или лозунгам. Пассионарный перегрев унес колоссальное количество людей. Например, в Восточной Европе пассионарный перегрев начался в Чехии. Страна тихая, очень культурная, с прекрасным университетом. И с этого-то университета все и началось. В средневековых университетах жизнь студентов и профессоров шла по линии внутренней самоорганизации, по землячествам или по нациям. В Пражском университете наций было 4 – саксонцы, баварцы, поляки и чехи. Под поляками понимались в результате ливонские рыцари, так что 3 нации были немецкие. Чехи были в меньшинстве, и это им не нравилось. И этому придавалось гораздо больше внимания, чем тем разногласиям, которые допускали те или иные профессора.
И вот преподаватель чешской нации, профессор и ректор университета Ян Гус предложил некоторые усовершенствования в церковном обряде и, так сказать, в бытовой жизни духовенства. В частности, он предложил, чтобы священника, совершившего уголовное преступление, судил не духовный суд, а светский, поскольку уголовное преступление есть презумпция самого короля. Кроме того, он предложил приобщаться, причащаться под двумя видами, как у православных. В общем, целый ряд нововведений. Но это вызвало, как вы знаете, невероятный конфликт. Яна Гуса вызвали сначала в Констанц на церковный собор объяснить свою точку зрения. Когда он туда явился с охранной грамотой императора Сигизмунда I, то его арестовали и, невзирая на охранную грамоту, сожгли по решению большинства в один голос. 6 июля 1415 года Ян Гус был сожжен на костре, так и не отрекшись от своих взглядов. Примерно половина голосовала за освобождение. После этого в Чехии вспыхнуло восстание. Как? Нашего профессора? Кто сжег? Немцы? Бей немцев! И начиная с 1419 по 1434 год там шли гуситские войны, которые унесли жизни примерно 70% населения Чехии и, соответственно, немножко меньше в окрестных немецких странах. Одна Чехия воевала против всей немецкой империи и даже сталкивалась с Польшей, хотя поляки старались соблюдать нейтралитет. На знамени у чехов была чаша, из которой они хотели получать причастие под двумя видами – хлеб и вино, а на знамени католиков был латинский крест. То и другое – атрибуты христианской религии. Собственно говоря, в соседней Польше были православные, которые пользовались чашей при причастии. Были и католики-поляки, которые имели свой латинский крест, такой длинный и вытянутый, но при этом они великолепно жили в мире. Так что, очевидно, нерелигиозные лозунги были причиной этой невероятно жестокой войны, а какие-то другие поводы, о которых мы и говорим. В доказательство этого тезиса можно привести и тот довод, что гуситы, противники немцев и сторонники Яна Гуса, разделились на три партии. Крайние табориты, которые вообще не хотели признавать ни церковь, ни священство, сироты, сторонники полководца Яна Жишки, после его смерти они называли себя сироты, которые признавали церковь, но категорически отрицали всякое духовенство и компромиссы с немцами. И утраквисты, чашники, которые требовали, чтобы им разрешили то православие, которое было на Востоке, в Византии и России. Они готовы были на любой компромисс, лишь бы найти какой-то способ существования без немцев. Все эти три партии, не считая мелких, схватились между собой. Например, там были адамиты, которые бегали голыми, как Адам, и не признавали вообще ничего. Их перехватал, сжег или перевешал сам Ян Жишка, вождь гуситов. Грабили все при этом жутко. Победили утраквисты, перебили крайних, после чего установили господство чехов в королевстве Богемия. Это была первая победа чехов. Гус сказал: «Я-то гусь, вы видите, а за мной придет лебедь». И этот лебедь пришел через 100 лет. Это был Мартин Лютер, который проповедовал тоже некоторое улучшение норм религии, вернее, культа. В частности, он предложил отказаться от контрибуций, ввел брачность духовенства. Между прочим, католики в это время просто интенсивно отказывались от того, чтобы разрешать духовным жениться, но ни в каких канонах этого не было оговорено. Лютеране предложили обязательно священникам вступать в брак и тому подобные вещи, которые были, собственно, приемлемы для обеих сторон и о чем можно было бы мирно договориться. Но весь фокус-то в том, что договариваться никто не хотел. С начала XVI до середины XVII века в самой культурной и богатой стране средневековой Европы, в Германской империи, шли непрекращающиеся войны, описывать которые я сейчас не буду, поскольку у нас не история все-таки, а этногенез, географическая дисциплина. Но кончилось это дело Вестфальским миром 1648 года, после того, как Германия за годы знаменитой 30-летней войны потеряла 75% своего населения. Перед началом войны в Германии было 15 миллионов человек, по окончании войны — 4 миллиона.
Вы сами понимаете, что здесь люди погибли не столько в боях. В боях люди себя берегут, они сами на рожон не лезут и к себе близко противника не подпускают. Это всегда в любой войне так. Погибло несчастное мирное население, которое обжимали всеми способами солдаты всех армий. Потому что в то время война кормила войну. То есть, кроме грабежа, другого способа пропитаться у солдат не было. Правда, для того, чтобы даже мобилизовать армию, нужны были какие-то средства. Так в эту войну оказалось втянуто, кроме протестантов и католиков, еще и православное московское государство, которое воевало против католической Польши, делало набеги и, естественно, поддерживало протестантов. То, что католики не одержали победу, я подтверждаю это деталью чисто исторической. После разгрома нашего войска под Смоленском правительство Михаила Федоровича выделило Швеции 2 миллиона пудов хлеба, а хлеб тогда был валютой, потому что во время войны обрабатывать землю невозможно. И благодаря этому шведы поставили 20-тысячную армию и опустошили все в Германии, что еще не было опустошено к этому времени. Как видим, пассионарный перегрев – вещь страшная, и уцелевшие в этих событиях люди начинают предлагать другой психологический императив, реактивный, характерный для перехода из одной фазы в другую. Формулируется он очень просто. «Мы устали от великих. Ну сколько можно мириться? Дайте же пожить». И поэтому к середине 17 века, когда религии в значительной степени утратили влияние и идеи, этот лозунг здорового, гармоничного обывателя начинает преобладать. Именно он привел на престол Генриха IV французского, который очень был энергичный, веселый, пассионарный человек и в то же время не лишенный практичности. Он знал, что гугеноты, к партии которых он принадлежал, не могут ему обеспечить торжества во Франции, потому что большая часть Франции была католической. С крайними католиками, членами лиги, поддерживающими гизов, он договориться тоже, конечно, не мог. Те не хотели идти на компромиссы. Но подавляющее большинство населения говорило: мы, конечно, католики, но мы политики. Политика для нас важнее. И если король изменит свою религию, то мы его поддержим. Он ответил: Париж стоит мессы, и стал католиком. Все стало тихо и спокойно, и его поддержало подавляющее большинство населения Франции. Но это не помешало Франции в 30-летней войне сражаться на стороне протестантской Швеции против католиков-габсбургов, испанцев и австрийцев, потому что этого требовали интересы государства. То есть, как мы видим, те лозунги, которые были начертаны на знаменах, довольно слабо отражали суть дела. Они являлись скорее лакмусовой бумажкой, индикаторами, которые определяли то или иное направление этногенетических процессов. Надо сказать, что Европе, по сравнению с другими суперэтническими целостностями, повезло. Во-первых, она в географическом отношении находилась на окраине Евразийского континента. Окруженная морями со всех сторон, она не испытывала нападений извне и вмешательств, которые бы нарушали ход процесса. Кроме того, в это время оказался очень полезный человек – Христофор Колумб. Он вовремя открыл Америку. Конечно, если бы этого не сделал он, то сделал бы Кабот или еще кто-то. Но факт в том, что Америка, о которой знали, что она существует, и даже индейцев привозили, чтобы показать, что там жизнь идет, до конца XVI века никого не интересовала. А тут она оказалась крайне необходима, потому что в нее можно было сбросить излишек пассионариев. Те испанские гидальго, то есть нищие дворяне, у которых были только платье, шпага и в лучшем случае быстрый резвый конь, и которые обеспечили королям Кастилии и Португалии победу над мусульманами, они оказались без дела. Очень хорошо. Можете поехать в Америку или в Индию. Вообще, куда вам больше нравится? В Англии прошла страшная столетняя война, унесшая массу жизней, но еще не лишившая страну пассионарности. Так вслед за ней последовала война Алой и Белой Розы, когда пассионарии убивали друг друга со страшной силой. Через 100 лет опять появилось огромное количество пассионариев. Откуда, должен спросить меня каждый естественник. Историк и филолог меня спрашивали, и вы спрашиваете, но только об историческом, а не о географическом. А естественник должен спросить, а в чем же механизм явления?
Оказывается, дело в том, что дети-то рождаются не от брачных документов, которые совершаются в церкви или в мэрии или еще где-нибудь в ЗАГСе, а рождаются от совершенно других, чисто физиологических явлений. А во время гражданской войны солдаты, которые знают, что скоро их убьют, они себя не сдерживают. А женщины в это время тоже довольно спокойно предпочитают лучше, так сказать, пойти навстречу желаниям воинов, нежели иметь от тех же воинов какие-то неприятности. Пассионарность в Англии была достоянием сначала феодалов, принесенная то нормандскими рыцарями, то английскими баронами, то викингами, то есть господствующими слоями населения. И она совершенно механически перешла в среду йоменов, крестьян, свободных и несвободных, в среду членов кланов в Шотландии и в среду горожан. И к началу XVII века Англия также набухала пассионарностью, как и 100 лет перед этим. Тогда при королеве Елизавете появились английские корсары. Должен сказать, что тут пассионарный момент в значительной степени определяет политику самой Англии как державы на фоне европейского концерта политических сил. Самой сильной страной в XVI веке была Испания, овладевшая колоссальными владениями в Америке и ежегодно посылавшая караваны с золотом на галеонах через Атлантический океан. Так что испанские короли были самыми богатыми людьми в смысле золота. У англичан золота не было, и достать его было неоткуда и негде. Все золотоносные места, которыми овладели испанцы, уже были заняты. А те места, где можно было поселиться англичанам, они были бесперспективны в смысле быстрого обогащения. Следовательно, самое выгодное и самое простое было – это грабить испанцев. И англичане занялись этим с подлинной страстью, с энтузиазмом. И не без успеха. Такие корсары, как Фрэнсис Дрейк, Фробишер, Гоукинс, грабили и опустошали прибрежные испанские города, которые они брали десантом, уничтожали местное население и захватывали караваны с золотом. Причем им удалось даже объехать вокруг мыса Горн и пройти в Тихий океан, где уж испанцы никак не ожидали нападений, и ограбить там даже испанские города. А это, в свою очередь, повлияло на общественное мнение Англии, потому что эти счастливчики, возвращавшиеся с большим золотом, приобретали себе друзей и подруг и одновременно формировали настроение английского общества, даже не столько этноса, сколько общества, против Испании. Потому что испанцев нужно было грабить, но для этого нужно было иметь какую-то основу. Основа простая. Испанцы католики, но мы перейдем в протестантизм. И протестантизм в Англии восторжествовал, хотя перед этим королева Мария, прозванная Кровавой, была ревностной сторонницей Испании, но ее не поддержали. Англо-католики оказались в изоляции. И наоборот, Елизавету, которая казнила не меньшее количество людей, чем ее сестрица, поддержали, назвали девственница королева. Ну, хороша королева. Она принимала участие в пиратских операциях, вносила свою долю и получала доходы и земли от этих самых доходов. Так начала баснословно богатеть Англия. Но ведь эти походы уносили достаточное количество людей из Англии. И так как люди, которые ходили в походы, были близки к королевскому двору, то, естественно, партия, поддерживающая короля, в это время ослабела. А партия парламента, а в Англии была двойная система – король и парламент, она в значительной степени усилилась. И парламент хотел ограничить власть короля, что ему удавалось в средние века довольно эффективно, когда короли воевали за Францию, а иногда за себя. По английской конституции парламент объявляет сумму налогов и сумму, выдаваемую королю, и без парламента нельзя собрать ни одного фартинга. И вот парламент стал отказывать королю в дотациях. По этому поводу возник конфликт. Король произвел революцию против парламента, то есть против Конституции, основного закона своей страны. Звали короля Карл I. Он хотел быть самодержавным государем, как европейские короли. И кто его поддержал? Свободные зажиточные крестьяне, йомены, бедные рыцари, некоторое количество англо-католиков. Кто выступал против него? Богатеи и сити, огромное количество бедного населения, которое нанималось служить за деньги, и все протестанты вплоть до крайних сектантов. В английской революции все проиграли. Король проиграл, был разбит, бежал в Шотландию, откуда он сам был родом.
Шотландцы его продали за деньги англичанам, потому что шотландцы очень скупой народ, любят деньги. И королю отрубили голову в 1649 году. Но победа была одержана не массами народа, не капиталами богатеев из Сити, а энтузиазмом небольшой группы фанатиков-сектантов, индепендентов, отрицавших всякую церковь, и католическую, и протестантскую, которую возглавил небогатый помещик Оливер Кромвель. Очень любопытна его мотивировка. Он сказал: «Мы не можем разбить короля, потому что на его стороне рыцари, которые сражаются ради чести, а у нас сражается всякая... как бы по-русски сказать, есть такое хорошее жаргонное слово «шобла», то есть всякая дрянь, которую мы нанимаем за деньги. И те, кто сражается ради чести, победят тех, кто сражается ради денег. Потому что тот, кто воюет ради денег, он хочет остаться живым и получить свою зарплату. Это, а вовсе не гибель, его цель». Поэтому он отобрал в свой отряд искренних фанатиков-протестантов, индепендентов, которые называли друг друга святыми и ненавидели все церковные установления и не жалели ради уничтожения их своей жизни. Эти люди назывались «железнобокие» или «круглоголовые», потому что они стриглись в кружок, а сторонники короля носили длинные волосы. И они разбивали рыцарей и роялистов, одерживали победы в решающих сражениях, например, в битве при Несби. Они не сдавались, они не уступали, они никого не жалели. Лозунг у них был простой: «Верь в Бога и держи порох сухим». Когда уже победа была одержана, то именно Кромвель, вопреки желанию большинства парламента, настоял, чтобы королю отрубили голову за государственную измену. И после этого Кромвеля объявили лордом-протектором Английской республики, тогда в Англии была объявлена республика, то есть фактически со всеми полномочиями того короля, которого он низверг, и которых сам король не имел. Потому что у Кромвеля оказалась реальная сила, вот эти его железнобокие. Казалось бы, после войны надо было бы армию распустить. Пусть идут домой и занимаются своим делом. Но эти железнобокие категорически отказались расходиться по двум причинам, и обе причины были крайне весомые. Во-первых, как только мы разойдемся, нас крестьяне задавят каждого поодиночке и не пощадят ни одного. Действительно, натворили они там в Англии столько, что популярности народа не заслужили. А второе, что же мы будем делать? Мы умеем или молиться, или убивать, больше мы ничего не умеем. И поэтому Кромвель их сохранил и спокойно царствовал. Простите, я должен был сказать правил, но он действительно царствовал, то есть управлял Англией до самой своей смерти. Существовала при нем и эта кучка фанатиков, совершенно чуждая широким слоям английского этноса и всем общественным группировкам. Когда Кромвель умер, власть унаследовал его сын Ричард, человек очень веселый, добродушный пьяница, который терпеть не мог фанатиков своего папаши. Больше всего он дружил с теми уцелевшими роялистами, сторонниками короля, которые ходили по Лондону, сочиняли стихи, пили вино и вообще развлекались так, как умеет развлекаться золотая молодежь. Ричард некоторое время занимал должность лорда-протектора, но потом сказал: «Мне надоело. Я лучше буду пить, чем сидеть в парламенте и слушать заседания». И ушел с этого поста. Сам. Вот поведение человека, отнюдь не пассионарного, но с нашей точки зрения очень милого. Власть перехватил генерал Ламберт, сторонник этих железнобоких, и их вождь, которого низверг генерал Монк, командовавший корпусом в Шотландии. Монк хотел удержаться и применил самый простой способ. Он пригласил вернуться наследника престола Карла II Стюарта. Король вернулся, народ усыпал ему дорогу цветами, все сказали: «Слава Богу, кончилось!» Но куда же девалась английская пассионарность? Если она оставалась, то она бы должна была продолжать сотрясать страну. Если она исчезла, то почему, собственно говоря? Ведь она не исчезла во время Столетней войны, она не исчезла во время войны Белой и Алой Розы, не могла она исчезнуть и во время революционных войн, хотя потери были с обеих сторон страшные. Но ведь они, как мы знаем, восполняются. Новый порядок Стюартов, который после того, как их выгнали, использовался и Ганноверской династией,
был направлен на установление в Англии того тихого порядка, при котором люди слишком мятежные, слишком индивидуальные были в обществе не нужны. Поэтому им было предложено уезжать, куда они хотят, а Америка была рядом. В начале 17 века, еще до революции, туда переправилась группа пуритан, гонимых в Англии, и основала колонию Новая Англия. После этого все неудачники стали переезжать в Америку и основывать там колонии. Католики основали Мэриленд, названный в честь Марии Кровавой. Сторонники Елизаветы основали Вирджинию. Вирго — это значит девственница, девственная земля. Сторонники Стюартов основали Каролину. Сторонники Ганноверской династии основали Джорджию, короля звали Георг. Баптисты — Массачусетс, квакеры — Пенсильванию. Все группы населения, которые оказывались гонимы в Англии и запрещались, уезжали туда. И казалось, если в Англии они воевали и боролись друг с другом ради лозунгов, то они должны были продолжить борьбу и в Америке. Ничего подобного. Как рукой сняло. Они начали воевать с индейцами, французами и испанцами, но никак не между собой. Уже во втором поколении они не интересовались, кто квакер, кто католик, кто роялист, кто республиканец. Это потеряло всякое значение, а вот война с индейцами интересовала всех колоссально. И лучше всего проявили себя тихие баптисты-массачусетсы, которые предложили плату за отстрел индейцев. За принесенный скальп, как за волчий хвост, они платили премию. Гуманно, гуманно. Правда, кончилось для них это дело плохо, потому что когда колонии начали отделяться от Англии, то англичане мобилизовали индейцев. А индейцы почти всех массачусетских баптистов перестреляли с удовольствием. Но, тем не менее, практика эта была введена и употреблялась вплоть до XIX века. Таким образом, произошел колоссальный отлив в Америку самой пассионарной части английского этноса, недовольной всем, которые назывались тогда по-английски «диссиденты», но не путать с нашими, потому что диссиденты — это, знаете ли, еретики. И они там организовали сначала 13 колоний, из которых позже, вследствие восстания, образовались Соединенные Штаты Америки. Кстати сказать, чтобы закончить с Англией и американской проблемой, в частности, ведь они не хотели отделяться от Англии, которая их выталкивала, которая их преследовала, которая привязывала их к позорному столбу. Их сажали на галеры или на каторгу ссылали? Нет. Они абсолютно не хотели отделяться от Англии. Конфликт, из-за которого Америка отделилась от Англии, был только в том, что они требовали себе равных прав с англичанами, то есть представительства в парламенте, и соглашались платить все те налоги, которые платят англичане. А чего им было не платить? Денег у них было много. Но англичане в силу своего традиционализма сказали: «Нет, у нас есть определенное количество графств, которые присылают определенное количество депутатов в парламент, и вовсе менять это незачем. Раз вы уехали, так там и живите». «Да, — говорят колонисты, — но согласно вашим английским законам платить англичанин может только те налоги, за которые проголосовал его представитель. А у нас нет представителя, значит, вы не можете брать с нас никакие налоги». Англичане говорят: «Да, но мы же вас защищаем от французов, от испанцев, от индейцев». Те говорят: «Ну и что? Вы обязаны нас защищать, мы ваша страна. А платить мы можем только за то, за что проголосуют наши депутаты. Дайте место в парламенте». Англичане думали и сказали: «Ладно, черт с вами, не платите. Мы только введем маленький налог на содержание флота, 1 пенс пошлины на фунт чая». Англичане чай очень любят. И чай, который должен был стоить 2 пенса за фунт, стал стоить 3. Это было лозунгом восстания. Чай стоит 3 пенса за фунт. Это значило «бей англичан». Вот таким образом, ради сохранения своего этнического стереотипа поведения, американские колонисты пошли на политическое разделение. И англичане пошли на политическое разделение, то есть на потерю богатейшей колонии только потому, что они не могли переступить через свои привычки, свои традиции. Ибо ни один член этноса не может понять, как можно поступать иначе, чем он привык с раннего детства. Эти перемены, как мы выяснили, совершаются в результате общих естественных процессов, протекающих в этногенезе. Вот я нарисовал на графике изменение пассионарности в этнических системах, его кривую.
И мы видим, что поиск чувства справедливости идет в верхней фазе, на пассионарности, а после возникает очень гладкая кривая инерционного процесса. Мы устали от великих. Это лозунг, вернее, императив момента. Надо же устроиться как-то жить по-новому. И устраиваются очень хорошо. В некоторых случаях выбирают себе норму, чаще идеал, чаще человека, на которого надо равняться. И вот императив читается уже так: «Будь таким, как я». Для Англии это был идеал джентльмена. Для Византии это был идеал святого. Для Средней и Центральной Азии это был идеал богатыря. Для китайцев это был идеал просвещенного крестьянина, грамотного, читающего философские книги. «Будь таким, как я, и подражай мне». Фаза инерции. Фаза этногенеза, в которой после фазы надлома наступает некоторое повышение и затем плавное снижение уровня пассионарного напряжения. Характеризуется укреплением государственной власти и социальных институтов, интенсивным накоплением материальных и культурных ценностей, активным преобразованием вмещающего ландшафта. Господствует общественный императив «будь таким, как я», что означает ориентацию на общепринятый эталон для подражания. Часто это обобщенный образ, отклонение от которого осуждается общественным мнением, подобно образу джентльмена в XVII-XIX веках в Англии. Иногда же этот императив выливается в обожествление правителя, преклонение перед которым, пусть даже чисто внешнее, обязательное условие вхождения индивида в систему. Переход к инерционной фазе обычно выглядит как успокоение и начало созидательной деятельности после катаклизмов фазы надлома. Соответственно, господствующим в фазе инерции становится характерный тип золотой посредственности, законопослушный, работоспособный человек. Это означает доминирование в этносе людей гармоничных и с низкими степенями пассионарности. Однако в силу наличия мощного централизованного руководства, усмиряющего внутренние конфликты, этнос в фазе инерции производит грандиозную работу, что бывает полезно для культуры, но губительно для природы. Примеры фаз инерции. Рим эпохи принципата, от Августа, установившего в империи очень характерный для фазы порядок, до Коммода, при котором уже началось вползание в обскурацию. Объединение Великой Степи тюркским каганатом, 545-747 годы нашей эры. В Иране это Сасанидская империя, 224-499 годы нашей эры. В средневековом Китае империя Сун, 960-1127 годы. В Западной Европе фаза инерции началась в XVII веке и продолжается по сей день. Она ознаменовалась созданием сильных национальных государств, колониальной экспансией, зарождением и торжеством капитализма, интенсивным развитием техники, крайне сильным и губительным воздействием на природную среду. Изменился психологический облик типичного жителя Запада. На смену рыцарям акматической фазы, непримиримым борцам за обновление церкви эпохи надлома, пришли расчетливые бизнесмены, исполнительные чиновники, трудолюбивые обыватели. В эту же эпоху в Европе родилась религия прогресса, постулирующая, что западная цивилизация есть осевая линия развития человечества, которая неуклонно восходит от низшего к высшему. Подобные мифические представления характерны и для других суперэтносов в фазе инерции. Так и древнекитайская империя Хань и императорский Рим считали свою цивилизацию единственной и вечной, а все остальные народы – варварской периферией. Это вполне объяснимо. Культура и порядок в фазе инерции бывают столь совершенны, что кажутся современникам неприходящими. Люди не знают, что следом за золотой осенью наступают сумерки, фаза обскурации.
В Риме люди были попроще, они сделали идеалом своего императора Октавиана Августа и сказали: «Вот идеал, ему надо подчиняться». И предложили переменить название месяца. Первый месяц июль они переменили в честь Юлия Цезаря, второй они назвали Август в честь Октавиана, а третий хотели назвать Тиберий в честь очередного Цезаря. Жуткие подхалимы были римляне. Но Тиберий был человек сухой, очень деловитый. И он сказал: «А что вы будете делать, когда дойдете до 13-го Цезаря? Пусть останется сентябрем». Но он принял почитание себя как бога. И после этого в Римской империи от Тиберия до Константина император почитался как бог, кто бы он ни был. Потому что он был эталоном, на который должен был равняться каждый римский гражданин или подданный империи. Любое уклонение от этого императива, где бы оно ни происходило, в Европе, в мусульманском мире, в восточно-христианском, на Дальнем Востоке или даже у индейцев Центральной Америки, оно рассматривается как что-то очень одиозное и неприятное. Если человек говорит: «А я не хочу быть на него похожим», это уже нехорошо. Это уклонение от норм. Это или лень, или крамола, а это преследуется. А если он говорит: «А я, в общем, хочу, но у меня не получается и некогда», это уже лень, это небрежение обязанностями, за это последует наказание. Он должен все время хотеть, но не должен становиться лучше своего идеала, потому что тогда он уже претендует на большее, чем ему положено. Лучше-то идеала ничто не может быть. А если он хочет, это дерзость, и это должно быть тоже наказано. Порядок этот, надо сказать, присущ гармоничному обывателю. Этот порядок обеспечивает возможность спокойно ходить и существовать в пределах своих обязанностей, но не позволяет достигать решающего успеха. И даже не надо стремиться к слишком большому успеху. Он, естественно, является реакцией на те кровавые излишества, на все ужасы, которые люди пережили в предыдущую эпоху. И поэтому он встречает большое одобрение основной массы населения. Вот Буассье написал такую прекрасную книжку «Общественное настроение времен римских цезарей». Это русский перевод его названия. Где он показывает, что в Римской империи в эпоху самых жестоких цезарей подавляющая масса населения была довольна. Все у них было. И пища в изобилии, потому что техники не было, а весь труд шел на изготовление пищевых продуктов. Они ели так, как у нас не едят миллионеры. Дома у них были исключительно удобные, с водопроводами, без особых фокусов в виде телевизоров и газа. Они имели атриум, они имели баню, они имели бассейн с прекрасным климатом, они могли купаться. У них не было дорогостоящего мыловаренного производства. Они натирались естественными маслами и потом смывали их. Это было лучше мыла, укрепляло кожу. И если они никуда не вылезали и ни к чему особенному не стремились и не лезли в Рим, там действительно было очень плохо, и все римляне обижали друг друга, а жили в провинции, им было неплохо. Римская империя буквально набухала сытостью. И тем не менее, в эту эпоху все римские и более поздние историки отмечают исключительную жестокость казней, исключительные зверства, которые касались очень небольшого слоя людей и тех, кто был с ними связан. И даже не класса какого-то, нет. Можно было быть сенатором, римским патрицием, и если ты живешь у себя на вилле, то тебя, пока у государства не будет нужды в деньгах, не тронут. Почему в деньгах? Потому что каждая казнь влекла за собой конфискацию имущества. И когда нечем было платить легионам, то сразу обнаруживалось огромное количество богатых людей. А если ты со средним достатком живешь, то и живи себе на здоровье. А вот те, которые ездили в Рим и не могли удержаться от участия в политике, в играх, в ухаживании за дамами, в Риме это тоже было предметом спорта, то они попадались на глаза и их казнили, причем исключительно нехорошо. В число таких людей, попадавших на глаза, были христиане, которые вели себя каким-то очень странным способом, не похожим на всех. Вместо того, чтобы выпить, закусить и поспать в свое удовольствие, они где-то собирались, о чем-то говорили втихаря. И чужих к себе не пускали. Их тоже предавали казни. То есть всякая индивидуальная оригинальность преследовалась. Неужели и в Англии было так же, и во Франции? Да, в общем-то, было.
Потому что французы изгнали гугенотов, а англичане невероятно ограничили католиков. Ну, в Германии было не до этого, потому что там был такой ущерб населения, что в городе Нюрнберге даже разрешили двоеженство для того, чтобы пополнить как-то количество людей. Было не до того. В Испании инквизиция работала. В протестантских странах, например, в Голландии, работали суды с теми же правами и теми же функциями, как инквизиция. Именно в XVIII веке началась та инквизиция, о которой мы читаем в книгах и которой в средние века не было. Я имею в виду преследование ведьм и колдунов. Это настолько важный момент, своего рода индикатор этнического подсознания, которое фиксирует, в свою очередь, подсознательные этнические процессы, что на этом следует остановиться подробнее. В Древнем Риме существовало поверье, что существуют колдуны и покойники, которые могут нападать на живых, в общем, типа вампиров. Они назывались лары. Нет, это индийское слово. Если вспомню, скажу латинское название. И есть колдуны и колдуньи, которые могут летать по воздуху и наводить на людей страх. Так вот, в лангобардском и франкском законодательстве за донос на женщину, будто она летала по воздуху и наводила какое-то колдовство, доносчика наказывали, причем у лангобардов тюремным заключением, а у франков смертной казнью. Как он смеет оговаривать невинную женщину? Каждому же человеку нормальному ясно, что женщина на помеле летать по воздуху не может, значит, на нее лгут и наказывали доносчика. В XI веке перестали наказывать доносчиков, но и дела к рассмотрению не принимали. В XII веке дела принимали к рассмотрению, но по большей части оговариваемых оправдывали все-таки. В XVI веке работала Вторая инквизиция, которая не оправдывала ни в каком случае, и для доноса не требовалось никаких доказательств. И дожила она до наполеоновских войн. Предпоследнее сожжение ведьмы произошло в Тюрингии в 1792 году, а через 2 года последнее в Швейцарии, в протестантской стране, где также сожгли какую-то несчастную по такому же доносу. С чем мы можем это связать? Колдун, ведьма, они считались, так сказать, людьми необыкновенными, людьми с индивидуальными качествами. А поскольку от всех индивидуальных качеств надо было отделаться, надо было стать «золотой посредственностью» — это слова Октавиана Августа, не мои, то они отклонялись от следования идеалу. В Китае и России ведьм не жгли, а в просвещенной Западной Европе только наполеоновские войны прекратили это убийство беззащитных. В Риме эпохи гражданских войн, страшных казней Мария и Суллы, восстаний Каталины и Брута, убийств, которые произвел Антоний, никто не преследовал за религиозные убеждения или за какие-то особенные качества ни колдунов, ни гадателей, которых было много. Никто ими не интересовался. При императорах гадателей высылали за пределы Рима, а если они возвращались, то сжигали. Обычай сжигать людей, не похожих на себя, ведет начало не с христианской церкви, а еще со времен не вполне языческой Римской империи. Этот инерционный период, который я вам сейчас описывал, как видите, имеет свои положительные стороны, но имеет и свои недостатки. Сейчас скажем немножко о положительных сторонах. Гармоничные люди, которые удовлетворялись своей судьбой и своим положением, имели возможность сделать великолепную карьеру. Они выполняли свои обязанности и за это получали огромную мзду. В римский период провинции, в европейский период колоний. В общем, богатели за счет захваченных территорий. Но если их число, скажем, превышало возможное количество благ, то что им оставалось делать? Англичане, как мы знаем, нашли великолепный выход – майорат. Только один сын может наследовать имущество своего отца-лорда, а остальные, пожалуйста, служите в колониальных войсках. Большая часть не вернется, а кто вернется, с деньгами обеспечивать и не надо. То есть, понимаете, спад пассионарности определил наклонность к колониальным захватам. Потому что при той технике, а главное при том уровне пассионарности, который был у англичан, ирландцев, французов и даже у испанцев и португальцев, они имели колоссальный перевес над народами более старыми, родившимися ранее, чем они, и поэтому менее пассионарными, менее энергичными. Должен вам сказать,
что пассионарный толчок в Африке, которая была захвачена и стала объектом торговли черным деревом, то есть рабами, прослеживается довольно четко. Он произошел на рубеже новой эры, тогда же, когда и в Византии. Византия была захвачена, как вы знаете, в 15 веке турками, а с 15 века Западную Африку с потрясающей легкостью, почти не встречая сопротивления, захватывали европейцы. В Индии это 7 век, то есть на 200 лет раньше, чем в Европе. Но Индия – это не страна и не народ, а это полуконтинент, включающий в себя несколько суперэтнических целостностей. И поэтому появление дополнительного компонента дало возможность англичанам захватить сначала Бенгалию, а затем при помощи искусной дипломатии подчинить себе всю Индию. Сделали они это за счет завоеванных ими ирландцев, нанимавшихся в солдаты за кусок хлеба, и местных индийских сипаев. Сипай значит «воин» на суахили, и с тех пор это стало обозначением англоязычного солдата. То есть Индия была захвачена их руками. Ну, об Америке разговор особый. В Северной Америке тоже очень давно не было пассионарного толчка, и географические условия для него там, видимо, были очень неподходящие. Я об этом уже говорил, там монотонный ландшафт. И поэтому английское и французское продвижение в Америке происходило почти беспрепятственно. Разница была только в том, что французы довольно быстро нашли язык и общую систему быта с алганкинами и индейцами Сиу, которые жили в лесах, а англичане страшно с ними воевали. Но это дело не меняло. Так была захвачена Северная Америка. То есть колониальное движение, подобно жидкости, распыляемой из пульверизатора, распространялось по линии наименьшего сопротивления. Где не было сопротивления, там было очень легко расселяться. Например, энергичные голландцы захватили себе Южную Африку, где их противниками были почти совсем голые готентоты, все состояние которых заключалось в стадах быков, а вооружение составляли обожженные палки, которыми они пользовались как копьями. Ну, с ними справиться оказалось легко, тем более что голландцы быстро нашли с ними контакт и использовали их в качестве проводников для продвижения дальше на север. Позже началась крестьянская колонизация, потому что климат там умеренный. В Малайзии, эта зона контакта Малайский архипелаг, большого сопротивления малайцы оказать не могли, а перед этим малайские племена были захвачены мусульманами и в значительной степени перешли в ислам. То есть там уже не было монолитного этнического субстрата, и поэтому голландцам удалось захватить этот район сравнительно легко. Просто одни завоеватели сменились другими. Но, как мы знаем, ни в Китае, ни в Афганистане, ни в Турции, ни в Японии европейцы долгое время не имели никакого успеха, во всяком случае, в этот инерционный период, который характерен для Европы XV и XVI веков. Обратим внимание на то, каким образом эта инерционная фаза этногенеза отражается в таких индикаторах, как окружающая среда, цель нашего исследования, и искусство, прекрасный индикатор, лакмусовая бумажка, которая все показывает. Возьмем такую страну, как Италия. Бурное пассионарное напряжение там имело место в XI, XII и XIII веках, то есть в эпоху самого «мрачного» в кавычках средневековья до возрожденческой эпохи. В это время итальянцы, получившие пассионарность опять-таки с генами своих северных соседей, немцев и французов, проявили совершенно головокружительные наклонности. Жители небольших городов, по тем временам очень маленьких и слабых, Венеции, Генуи, Пизы, Вероны, Флоренции, благодаря тому, что у них развивались и юриспруденция, и дипломатия, занялись финансовыми операциями, торговлей на Средиземном море и обслуживанием королей Европы. И занялись так, что превратились в исключительно богатые центры скопления всякого рода имуществ, богатств и людей. Многие итальянцы, уезжая в далекие страны, Марко Поло, например, в Китай попал, многие люди попадали в Англию, Францию, Швецию, становились там министрами, советниками королей. Опытные были проходимцы эти пассионарии, и, возвращаясь, они обогащали свои родные города. Недаром Данте писал в одной из песней ада: «Гордись, Флоренца, долей величавой, над землей и морем бьешь крылом, и самый ад твоей наполнен славой».
И дальше он описывает тех воров, жуликов и негодяев, которых Флоренция дала миру и которые обогатили Италию за счет своей деятельности. В XV веке пассионарное напряжение этих городов начало спадать. Началась эпоха Кватраченто, то есть в Италии началась инерционная фаза. Появились богатые сеньоры, которые сидели в своих палаццо, следили за поведением своих жен и дочерей, выдавали их замуж и вели себя довольно пассивно по отношению к соседним городам. Активность, которая уничтожала и сжигала Италию во время войн гвельфов и гибеллинов, заменилась мелкими интригами. Война стала делом кондотьеров, наемных солдат, которые продавали свою шпагу и очень берегли свою жизнь. Они сражались так, чтобы сохранить свою жизнь даже ценой недостижения победы, потому что им платили не за победу, а за время, которое они проводили на военной службе. Была одна битва в Италии, в которой не погиб ни один человек, только один был захвачен в плен противоположной стороной, потому что пьяный упал с лошади. Его подобрали. Понимаете, и это было в ту эпоху, когда во Франции разжигалась Столетняя война, когда Испания выживала последние остатки мусульман, в Германии было кулачное право. То есть там пассионарность кипела. В Италии она стала остывать и стала давать великолепные кристаллы, которые мы называем искусство раннего возрождения или гуманизм. Но сколько было гуманистов? Я подсчитал, что за 100 лет Кватраченто, то есть 15 век в Италии, было 15 гуманистов и столько же хороших художников. А население страны было свыше 10 миллионов. То есть эти гуманисты никак не отражали всех этнических процессов в Италии, они являлись их отходами. В XVI веке положение несколько изменилось. Гуманистов стало совсем мало, и они занялись главным образом подготовкой к изданию. Тогда уже появилось книгопечатание, к изданиям тех рукописей, которые им удалось собрать в Византии, разгромленной турками. Выучили греческий язык, перевели эти рукописи на латинский язык и стали издавать в роскошных изданиях с таким роскошным филологическим анализом на таком уровне, который в наше время недоступен ни одному издательству мира. Это издательство альдов и эльзевиров. Альды издавали большие тома, главным образом святых отцов, христианское чтение. Эльзевиры издавали маленькие изящные книжки для общего чтения. Художников стало меньше, хотя они стали лучше. К этому времени относятся такие имена, как Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль. Бенвенуто Челлини, человек этого же времени, он был невероятно пассионарный, очень талантливый, великолепный воятель, отчаянный драчун. Его постоянно хватали за какие-то убийства, совершенные ночью на улице. Но когда немецкие войска пришли грабить Рим, а руководил ими конетабль Бурбон, ренегат, перешедший от французского короля к немецким императорам, то Бенвенуто Челлини принял участие в защите Рима и сам лично навел ту пушку, которая убила конетабля Бурбона, чем он очень гордился. И после этого, когда он был во Франции, он тоже об этом писал с огромным удовольствием, потому что во Франции убийство ренегата, изменника, расценивалось очень высоко. Но таких людей становилось все меньше и меньше. Французские войска приходили в Италию и занимали города почти без сопротивления. Французы в XVI веке захватили страну вплоть до Неаполя. Они встречали сопротивление не среди итальянцев, а среди испанцев или немцев, которые выбивали их оттуда и, в свою очередь, захватывали эти земли. Наиболее сильными и воинственными, наиболее стойкими оказались испанцы, которые оставили за собой Неаполь, Милан, а в некоторых центрах посадили своих евреев. Например, в Падуе оказалась семья Форнезе, еврейская фамилия испанского происхождения. Итак, мы видим, что расцвет культуры и искусства происходит не на подъеме пассионарности, а в период ее остывания. Точно так же, как раскаленная магма оставляет кристаллы, а в кристаллах драгоценные камни, то они возникают не вследствие кипения, а вследствие остывания, то есть окончания процесса. Более тяжело и более неприятно действует инерционная фаза этногенеза на природу. В первой фазе ландшафт, как я уже говорил, старались приспособить к своим потребностям и сохранить для будущих поколений, то есть природу организовывали. Во время акматической фазы, когда все убивали друг друга ради чести, славы, богатства, ненависти, злобы, природой заниматься было некогда.
Когда оказалось, что человекоубийство — дело рискованное, потому что можно получить сдачи и могут тебя убить, и лучше от этого отказаться, то силы большинства населения направились по линии наименьшего сопротивления, на беззащитную природу. Тогда сложилась теория прогресса, что природа имеет безграничные возможности и что наше дело только взять их. Вот тогда американские колонисты стали обрабатывать песчаные холмы, тогда еще не песчаные, а поросшие субтропическим лесом очень красивые холма Вирджинии, Каролины и вплоть до Миссисипи и Луизианы. Эта местность называется Диксиленд, и была она кусочком рая на земле. Климат там не очень жаркий, потому что холодное течение, которое отделяет Гольфстрим в сторону Америки, снижает зональное воздействие Солнца. То есть эти очень южные страны, Нью-Йорк, как вы знаете, северный город, он какому городу у нас по широте соответствует? Кто знает? Точно, Батуми. А поскольку там такой жары нет, там росли великолепные леса, полные дичи. Там индейки водились дикими, их приручили и потом развели в Старом Свете. Там были олени. Там можно было жить небольшой легкой охотой, пропитывая себя совершенно безопасно, не испытывая опасений, что может быть голод. Индейцы, которые там существовали и приспособились к местным условиям, разводили маис, который вполне обеспечивал им существование. Но когда туда пришли европейцы, они увидели, что на этих богатых землях можно сажать хлопок, а хлопок — это, вы знаете, белое серебро. Это то, что завезли в Англию, там вырабатывали хлопчатобумажные ткани и затем везли по всему миру. Это было дешевое средство обогащения. Для того, чтобы возродить хлопковые плантации, потребовались работники. Рабочих сначала брали в Англии из числа бедных. Законы против бедных в Англии действовали, бедность считалась преступлением. Нормальный человек обеднеть не может, с чего он обеднеет? Если у него есть участок земли, он всегда прокормится, а если у него его нет, значит, он его пропил. Значит, пожалуйста, на плантации. Были белые рабы. Но это продолжалось недолго, потому что англичане, народ достаточно энергичный, были в то время, и предпочитали сами уезжать в Америку, а не чтобы их увозили в кандалах. И тогда началась работорговля, стали ловить несчастных негров, привозили их в Америку и заставляли работать до упаду. Все теории в отношении использования рабов существовали в южных штатах Северной Америки. Одна состояла в том, что купленного негра надо заставлять работать, чтобы он успел окупить затраченные на него средства, а потом пусть умирает. А была другая концепция, что надо создать ему лучшие условия существования, чтобы он жил, работал долго, пусть не так интенсивно, но он количеством проработанных дней покроет и, пожалуй, даже втрое покроет затраты. А если у него еще окажутся и дети, так тем лучше. Но так как дети-то у негров ценились тем более, чем они были светлее, то хозяин не жалел своих сил на то, чтобы сделать своих рабов более светлыми. А если у него, так сказать, не хватало этих возможностей, то он всем гостям, которых приглашал к себе на гасиенду, предлагал, так сказать, оказать ему эту услугу и получить светлых рабов. То есть американцы, выходит, обратили в рабство своих собственных детей. Для природы результат был плохой. Дорст в своей книге «До того, как умрет природа» приводит следующие данные. Для того, чтобы смыть 10 квадратных сантиметров гумуса, требуется в лесу около 1500-1800 лет. Сколько лет потребуется в степи, данных я уже не помню. При плотном земледелии совсем немного, несколько десятков лет. При монокультуре 10 лет достаточно, чтобы оголить основные породы и превратить богатейшие местности в песчаные бесплодные земли. И это проделали американские рабовладельцы с той страной, которой они овладели. Вот вам последствия миграции, которые до сих пор в Америке не исправлены. При всей своей технике они не могут вернуть тот ландшафт, в который они приехали 200 лет тому назад. Или в Южной Америке испанские конквистадоры убивали большое количество индейцев, грабили их храмы, переливали их золотые и серебряные изделия для того, чтобы в слитках отвезти золото в Испанию. Они действительно были людьми отнюдь недобрыми и причинили большое количество страданий. Но гораздо больший ущерб природе принесли их довольно гуманные потомки, которые устраивали хозяйство капиталистического типа гасиенды на завоеванных землях. Испанцы изменили биоценозы Латинской Америки.
Они привезли туда коров и лошадей, они привезли железо, то есть дали индейцам железные орудия, привезли ослов, развели мулов. То есть индейцы, не имевшие транспорта, получили возможность ездить верхом и перевозить тяжелые грузы на вьючных животных. Они привезли туда из Аравии кофе, устроили кофейные плантации. Мяса там было такое количество, что Венесуэла и Аргентина превратились в мировых поставщиков мяса. Но для того, чтобы развести кофейные плантации или потом каучуковые, потребовалось уничтожить сельву. А сельва и так сильно потерпела и пострадала еще со времен первоначального заселения индейцами. Та страшная сельва, описание которой вы можете прочесть в любой книжке географа соответствующего направления, та сельва, тропический лес Амазонии и Юкатана, в котором нельзя жить из-за обилия вредных насекомых и невероятного климата, жара с влажностью. Это тоже есть результат человеческой деятельности, только более древний. Вся эта сельва выросла на переотложенных почвах, когда ее заселяли индейцы, впервые пришедшие с североамериканского континента. Ее сводили самым варварским путем, то есть окоряли деревья, потом ждали, пока они подсохнут, и выжигали эту местность. Сажали маис, 2-3 года собирали урожай, потом тропические ливни смывали гумус. Они уходили на следующий участок, а на месте первоначальной флоры, о которой мы даже не знаем, какая она была, вырастали эти грандиозные лопухи в виде современных тропических деревьев. Но там были каучуконосы. И для того, чтобы собирать каучук, потребовались огромные силы и средства, потому что каучук, как вы знаете, нашел себе применение в автомобильной промышленности и в целом ряде других отраслей. Для того, чтобы обеспечить безопасность этого сбора, потребовались целые племена индейцев, которые к этой тяжелой цели приспособились. Убивали их, высасывали соки из каучуковых деревьев и из доходов строили себе дворцы, оперные театры. Там, в бассейне Амазонки. Денег им девать некуда было. И все это продолжалось до тех пор, пока семена каучука не были перевезены в Африку, и Америка перестала быть монополией. И на месте плантаций осталась еще худшая зеленая пустыня. Историю прерий я уже рассказывал. Рассказывал, да? Или нет? Это было так. Пока европейские переселенцы продвигались через влажные леса восточной половины Северной Америки, они свирепствовали главным образом по поводу местного населения. Индейцы были земледельцы, имели свои поля, большие дома, довольно быстро переняли у англичан и французов огнестрельное оружие. Они сопротивлялись как могли, но не сумели организоваться. Для того, чтобы организоваться даже в условиях крайней необходимости, нужна некоторая пассионарность, позволяющая ставить себе идеальную цель. Идеал — это далекий прогноз. Для того, чтобы защитить себя, человек должен, по крайней мере, знать, что это ему будет полезно. Если он живет сегодняшним днем, как обыватель, то при всех хороших характеристиках, личной храбрости, выносливости, честности, при всем этом он не сообразит, чего ради он должен подчиняться этому вождю, да еще чужого племени. То есть конфедерацию племен им создать не удалось. Конечно, у индейцев попадались отдельные пассионарии, имена их мы знаем, потому что этногенез был очень давнишний, пассионарные толчки у них в свое время были. Вот, например, Понтиак, вождь племени Оттавов, это алганкинское племя, сумел на какой-то момент создать конфедерацию всех племен, включая французов, которых он тоже сумел привлечь для организации сопротивления английскому проникновению на запад. Но Адорлунд убил Понтиака, его войско разошлось по домам и было в дальнейшем последовательно истреблено американцами, имевшими хорошую организацию. Потому что американцы понимали, что подчиняться своим губернаторам, своим полковникам надо. И в этом есть смысл, и хотя это в данный момент неприятно, но потом окупится. И вот эта пассионарная волна перешла через Миссисипи и стала распространяться по американской прерии. А прерия — это примерно как наша казахская степь, с той только разницей, что в ней паслись не стада сайги, а стада бизонов. Индейцы этих бизонов истребить не могли, и использовать эти огромные стада бесплатного мяса они не могли до тех пор, пока у них не было лошадей. Потому что по степи далеко не пройдешь без воды, или надо брать с собой воду, а она тяжелая, и большой груз далеко пешком не унесешь. Поэтому они жили по берегам рек и на охоту уходили недалеко, чтобы успеть вернуться до тех пор, пока не умрет хозяйка.
И бизоны безопасно паслись по всей прерии, от Рио-Гранде до Южной Канады, то есть до границы лесов. Их прирост ограничивался только эпидемиями, которые уносили их в большом количестве из-за скученности. Иногда их резали крупные серые волки, а остальные животные не представляли для них угрозы. Как я уже сказал, испанцы завезли лошадей для завоевания Мексики. А так как они их пасли небрежно, то лошади убегали в прерию, дичали, начинали пастись там, как свойственно диким табунам. Индейцы сообразили выгоду, стали ловить этих лошадей и заново их одомашнивать. Это были мустанги. Причем индейцы народ-то способный, они вполне воспринимали все достижения европейской культуры. Ездить верхом они выучились гораздо лучше европейцев, потому что те племена, которые успевали поймать лошадей или приобрести их, учили своих детишек с 4 лет ездить на лошади целый день. Так что уже в подростковом возрасте они чувствовали себя на лошади ничуть не хуже наших монголов. Благодаря лошадям у них появилась возможность отходить далеко от рек и убивать бизонов. Но они делали это крайне осторожно. Европейцы проповедовали безграничность богатств природы, которые надо только взять, и теорию прогресса, согласно которой следует уничтожать вредных животных и сохранять полезных. Как будто кто-то знает, что вредно, а что полезно. Индейцы же говорили: «Великий Дух не создал ничего плохого. Все, что Он создал, все должно существовать. Убивать зверя, если ты его не съешь, может только сумасшедший». Мы сейчас с нашей позиции охраны природы стоим вполне на точке зрения индейцев Сиу. Но в то время они никому ничего доказать не могли. И поскольку они протестовали против бессмысленного убийства бизонов не ради мяса, а ради шкур, кож, которые вывозили промышленники, то их самих истребили. Но это было уже в 70-х годах XIX века. Это так называемая «Индейская война». На несчастье Америки прогресс техники дошел до такой степени, что американцы провели трансконтинентальную железную дорогу и стали совершенно свободно ездить из Нью-Йорка в Сан-Франциско. В дороге эти самые проезжающие джентльмены развлекались тем, что стреляли в стада бизонов и убивали их массами, не имея возможности даже их подобрать. Иногда поезд останавливался, они ходили, перебив несколько сот бизонов. У некоторых вырезали языки, чтобы их поджарить. Но мясо и даже кожу они оставляли. Они были богаты, им это было не нужно. В результате стада бизонов сократились настолько, что бизонов практически в степях не стало. Вместе с бизонами погибли и индейцы, приспособившиеся к планомерной и регулярной охоте на бизонов. Но ведь никогда не бывает, чтобы свято место осталось пусто. Нашлись предприимчивые американцы, которые привезли туда овец и решили, что траву съедят овцы. Но если бизон недоступен мелкому волку, а доступен только крупному, то овца вполне может быть добычей шакала или, как их там называют, койота. И шакалы стали делать набеги на овечьи стада и весьма сокращали их численность. Пришлось перейти к разведению крупного рогатого скота. И тогда на месте индейских племен появились такие группы, которые мы называем ковбои. Причем они создали по существу субэтническую группу среди американцев. Они жили в своих маленьких городках очень долго, иногда всю жизнь. Дети их оставались там на всю жизнь. Культуру они не воспринимали, грамоту им было учить незачем и ни к чему, все им было неинтересно. Они пасли скот. Учились стрелять друг в друга с пояса из пистолетов и пить джин в большом количестве, а также убивать тех индейцев, которые еще уцелели. Поэтому, вы знаете, создался целый пласт литературы и кино, ковбойские фильмы, ковбойская литература. Но природа мстит. Пока разводились стада этих коров, жившие там в больших количествах суслики стали поедать оставшуюся от бизонов траву. Койоты, конечно, ели сусликов, но суслики-то размножаются быстрее, поэтому количество пастбищ резко сократилось. Кроме того, норы, которые выкапывают суслики в степях, очень опасны для крупных животных, для лошадей и даже для коров. И если они попадают в них ногой, то ломают ноги, а лошадь со сломанной ногой подлежит немедленному убою. То есть суслики воспользовались преимуществами, которые для них создали первопроходцы англосаксонского происхождения. В дальнейшем
Ковбойское мясное хозяйство не выдержало конкуренции с планомерным мясным хозяйством штатов и конкуренции с Аргентиной и Венесуэлой, где скот попал на довольно благоприятную землю. Пришлось им перейти к земледелию. И тогда американцы стали самыми крупными экспортерами хлеба и перебили конкуренцию наших русских южных помещиков, которые раньше через Одессу вывозили огромное количество хлеба. Американский хлеб, пшеница и маис были настолько дешевы в то время, что они били любую конкуренцию. И для того, чтобы поддержать цену на них, правительство даже покупало по дешевке хлебные излишки и уничтожало их, топило в море, сжигало, для того, чтобы не снизить цену и не разорить фермеров. Остаток прерий, то, что осталось после бизонов и овец, распахали земледельцы, и тогда начались пыльные бури. Первая в 30-х годах нашего века принесла неисчислимый ущерб, потому что сильный ветер, дувший с запада, с кордильер, засыпал песком и мелкой пылью почти все сады и поля Восточной Америки. И убрать эту пыль было невозможно, а плодородия в ней никакого не было. Тогда стали принимать меры по сохранению ландшафта, по восстановлению дернового и почвенного слоя. Причем фермеров, которые не хотели заниматься столь невыгодным делом, обязывали провести мелиорационные работы по указанию сверху. А ежели они работ не проводили, и явившийся инспектор это констатировал, то приводил подрядчика. Подрядчик проводил эту работу, а стоимость этой работы приписывалась к подоходному налогу фермера. Это они сделать сумели и перешли к возделыванию такой крайне выгодной культуры, как картофель. Картофель – довольно известное американское растение, но южное, и на севере оно почти не было распространено. Но американцы его посадили, картошка прижилась, стала расти там очень хорошо. Фермеры богатели, пока их поля не достигли склонов кордильер, где обитали на каких-то кустах жучки с длинными носиками. А эти жучки очень плохо жили, потому что кустов там было мало, и пищи у них было мало. Вот они и приспособились есть картофельную ботву. И вместе с картошкой эти долгоносики победным маршем прошли по всей Америке, перебрались с картошкой в Европу и дошли до нас. Я не знаю, чем кончилась эта трагедия, потому что они съедали буквально всю картофельную ботву. Выходит, что истребление индейцев, бизонов, богатейшей природой Диксиленда, Новой Англии, где леса были превращены в пустоши, в песчаные дюны, все это пошло на пользу главным образом жукам-долгоносикам, которые освоили новый континент. Так что, как видите, господство спокойного обывателя, золотой посредственности, не всегда бывает полезно для окружающей среды, которая нас кормит и составной частью которой мы являемся. Но еще страшнее, пожалуй, те изменения, которые происходят внутри самого этнического состава, который в эту инерционную фазу, обычно довольно длинную, 2-3 века, начинает меняться довольно заметно. Мы забыли о таких людях, которые называются субпассионарии. Ну, если они были совершенно не нужны при подъеме, если их использовали только как пушечное мясо во время акматической фазы, то в инерционное тихое время возникают гуманные теории о том, что человек — это звучит гордо. Человеку нужно дать возможность жить, человека нельзя оставить, человеку надо помочь, надо накормить его, надо напоить его. Ну, а если он не умеет работать, ну что ж, надо научить. А если он не хочет учиться, ну что ж, значит, плохо учат. Вообще, самое главное — это человек. Все для человека. Вы представляете себе, как люди определенного субпассионарного склада используют такое учение, которое становится императивом, этническим императивом? Они говорят: хорошо, мы на все согласны, только вы нас накормите и на водку давайте. Если даже мало, то мы на 3 скинемся и выпьем, ничего страшного. Их становится все больше и больше, для них находится место. Они существуют, размножаются, потому что им делать больше нечего, в конце концов. Диссертации же они не пишут. И они начинают составлять в поздней фазе этногенеза уже не скромную маленькую прослойку в общем числе членов этноса, а значительное большинство. И тогда они говорят свое слово.
Тут примеры из новой истории и из истории Европы, которая еще не дошла до этой последней фазы своего этногенеза, тем более и из истории Восточной Европы, которая сейчас находится еще в акматической фазе и вот-вот ее пройдет, конечно, бесперспективны. Для того, чтобы посмотреть последнюю фазу этногенеза, фазу обскурации, мы должны брать только древние периоды, где она просматривается с достаточной четкостью и полнотой. И очень характерна для этого эпоха поздней Хань и Троецарствия в Китае, включая эпоху 5 династий. Но об этом я, пожалуй, рассказывать не буду, желающие пусть прочтут мои работы. А более понятно и доступно, просто ближе, так сказать, к нам и к эрудиции всех присутствующих, это эпоха Римской империи III и IV веков, когда кончился инерционный период и начался новый период с новым императивом. Вместо «будь таким, как я» стало «будь таким, как мы». Дело в том, что кончать?